Здравствуйте! Вы смотрите познавательную телевикторину «Калажар Чувашла» на национальном телевидении Чувашии. Это программа для тех, кто хочет пополнить багаж своих знаний о чувашском языке и чувашской культуре. Сегодня нашим участникам предстоит ответить на 5 совершенно разных вопросов, не связанных между собой по теме. Но все они касаются нашей малой родины – Чувашии. Итак, я думаю, что самое время познакомить с участниками. Сегодня у нас в гостях руководитель танцевального клуба Алексей Александров. Собственник крафтовой сыроварни Ольга Кошелева. Фокусник Андрей Петров. Спортсменка по ездовому спорту Анастасия Самохина. Уважаемые участники, самое время познакомить вас с правилами нашей игры. Перед вами телеэкран, на котором будут появляться вопросы с вариантами ответов. Также кнопки. Если вы знаете правильный ответ на вопрос, вы сразу же нажимаете кнопку. Отвечает первым тот, кто первым нажал на эту кнопку. Если же ответ правильный, то мы его засчитываем. В случае, если ответ неверный, отвечает следующий участник, который нажал кнопку. Кто правильно ответит на первые 2 вопроса, тот получает по 1 баллу за каждый правильный ответ. Кто отвечает на вторые 2 вопроса, того ждет 2 балла за каждый правильный ответ. Ну а больше всех 3 балла получит участник, который правильно ответит на 5-й вопрос. Ну и, конечно, победит тот, кто больше всех наберет у нас баллов. Ну что, дорогие участники, я желаю вам удачи. Готовы? Готовы. Тогда начинаем. Внимание! Первый вопрос. На улице весна вступила в свои права уже в полную силу, а у весны, как говорится, много друзей. И одни из них – перелетные птицы. И именно с ними связан наш первый вопрос. Внимание на экран. Как по-чувашски будет ласточка? Варианты ответа здесь. 3. Шепчик, Чегеш, Авдан. И у нас есть 2 участника, которые нажали кнопку, и первым нажал Андрей. Андрей. Я думаю, это вариант С, Чегеш. Чегеш. Посмотрим, насколько ваш вариант ответа правильный. Вот Анастасия, например, нажала кнопку 2. Анастасия, какой ваш вариант Я ответа? тоже думала, что С. Ну, Андрей был первым, поэтому я думаю, что самое время узнать. Вариант ответа С. Внимание, это Чегеш. Аплодисменты Андрею. Он зарабатывает 1 балл. Ну что, неплохое начало, уверенно, с первого раза. Ну а мы таким образом переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 2. Как известно, Чувашия – край 100 тысяч песен. И эти песни, кстати говоря, поют далеко за пределами нашей республики и даже нашей страны. Внимание! Следующий вопрос. Сейчас на экране появится видео, которое нужно посмотреть внимательно, чтобы ответить на вопрос. Браво! Браво! Сейчас на экране появится вопрос и варианты ответа. Внимание! Вопрос звучит следующим образом. Жители какой страны поют эту песню? Во втором вопросе чувствуется лидерство Анастасии и Андрея. Уже Алексей и Ольга могут ради приличия нажимать кнопку. Первой была Анастасия. Анастасия, вы внимательно посмотрели это видео. Варианты ответа я зачитаю. Вариант А – Армения, Б – Турция, С – Сирия, Д – Египет. Ваш вариант ответа? С. Сирия. Сирия. Остальные игроки что думают по этому видео? Алексей? Я думаю, Турция. Турция. Я тоже думаю Турция, потому что турецкий язык максимально близок к чувашскому. Угу. То есть турки могут выучить легкую чувашскую песню, хотите Думаю, сказать, что да. Угу. Ну что, давайте посмотрим ответ Анастасии. Анастасия выбрала ответ С. Это Сирия. И это правильный ответ. Поаплодируем, Анастасия. Вы зарабатываете 1 балл, Анастасия, в свою копилочку. Анастасия, вот вы выбрали вариант ответа Сирия. А Алексей и Ольга сказали, что это Турция. Мы знаем, что Турция – это то место, куда очень много русских любят ездить отдыхать. Вот что вы скажете по этому поводу? Вы в каких странах были? Ну, в Турции, в Египте были, в Доминиканской республике были, в Китае, в Вьетнаме, ну и наш, как бы, Краснодарский край, Крым. Поэтому, если посмотреть на детей, то на турков они были не похожи, на египтян они были чуть-чуть похожи, но все-таки тоже нет. Ну, методом исключения. То есть это вот так за 1 секунду у вас метод исключения щелкнул Ну, дети же пели, я их видела.
Вот что значит много путешествовать. Очень полезно, помогает. Ну что, идем далее, переходим к следующему вопросу. А следующий вопрос у нас совсем необычный. Уважаемые участники, наш третий вопрос посвящен всемирно известному русскому литературному классику, который в 1833 году посетил нашу Чувашию. А кто это? Конечно же, вы все дружно скажете, что это Александр Сергеевич Пушкин. И, внимание, вопрос. Как чуваши обращались к гостю? Вырос, Сандер, Хана и Катра. Первым на кнопку нажал Андрей, даже не дождавшись, пока ведущий зачитает все варианты ответа. А ваш вариант, Андрей? Я думаю, это снова вариант С, это хана. Хана думает Андрей. Мы ваш вариант ответа принимаем. А какое из произведений вы любите вот у Александра Сергеевича Пушкина? Ваше любимое? Ну, как раз то, о чем говорили именно вы, это «Про восстание Емельяна Пугачева», «Капитанская дочка». Да, действительно, Александр Сергеевич Пушкин у нас здесь, на территории нашей Чувашии, в 1833 году собирал информацию про восстание Емельяна Пугачева. И, Андрей, кстати, сейчас проверим ваш вариант ответа. Вы утверждаете, что к нему обращались хана. Кстати говоря, хана как переводится на русский язык? Гость. Гость. Допустим, гость. Это неправильный вариант ответа, к сожалению. Следующий нажала у нас кнопку Анастасия. Я думаю, А. Вариант ответа А – вырос. Вырос переводится на русский язык как русский. Русский, да. Давайте поговорим про другие варианты ответа. Сандер переводится как Александр, Катра – кудрявый. Ну, действительно, у Александра Сергеевича была необычная прическа. Ну что, проверяем вариант ответа Анастасии, так как она второй нажала на кнопку. Ваш вариант ответа, Анастасия, засчитан. Вы получаете 2 балла. Итого у вас 3 балла. Ну что ж, остальные участники, не расстраиваемся. Впереди нас ждет еще 2 вопроса, за которые, если на эти оба вопроса ответить, можно заработать 5 баллов и, конечно же, стать победителем. Да. Я предлагаю перейти к следующему видео-вопросу. Внимание, вопрос. О каком историческом событии идет речь в этом видео? Итак, Ольга была первой. Ольга, ваш вариант ответа? Ну, судя по кадрам, это военные годы. И, скорее всего, это строительство оборонительных рубежей. Ну, думаю, что казанских, скорее всего. Действительно, здесь речь идет о военных годах. Также видео перекликается с нашим настоящим временем, где строится, возводится монумент, посвященный этим событиям, о которых, кстати говоря, вы правильно упомянули. Здесь правильный ответ. На этом видео показано строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И Ольга получает 2 балла. Ура! Ура! Поздравляем вас, Ольга. Вы что-нибудь слышали об этом событии историческом? Из литературных источников по Великой Отечественной войне. Действительно, правильный ответ – строительство Сурского и Казанских оборонительных рубежей. Их строили на территории Чувашии для обороны от фашистских захватчиков с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. Про следующий финальный вопрос можно сказать, что он и с изюминкой, а можно сказать, что и с рогами. Ну что, если готовы, то внимание на экран, и сразу я зачитаю вопрос, варианта ответа здесь есть. С историей какого учреждения культуры связана голова лося? Музей пива, Чувашский национальный музей, Чувашская национальная библиотека, музей чувашской вышивки. Ну что, Алексей нажал первым кнопку, и у него есть шанс заработать 3 балла и сравняться с лидерами нашей программы на это время. Ну что, Алексей, ваш вариант ответа? Я думаю, что это вариант С. С. Чувашская национальная библиотека. Ваш вариант ответа был С. Чувашская национальная библиотека. К сожалению, ответ неверный. И следующий, кто нажал кнопку за вами, была Ольга. Ольга, вам слово. Ну, я не уверена на 100%, но у меня вообще лось ассоциируется с эмблемой нашего ликероводочного завода. Поэтому я... Не будем заниматься рекламой. Поэтому я по аналогии дам ответ «Музей пива». На самом деле Скопировал. Да, у этой главы необычная история. Ну что, проверяем ваш вариант ответа А. Внимание, это, к сожалению, не музей пива. Следующий, кто нажал кнопку, была Анастасия. Анастасия, что вы думаете по этому вопросу? Какой вариант ответа выберете? Осталось всего 2. Вам Я проще? не знаю, мне кажется, национальный музей, Чувашский национальный музей. Анастасия, проверяем ваш ответ. Ответ Чувашский национальный музей. Да. И это правильный ответ. Эти аплодисменты вам. Ура!
Действительно, голова лося – это первый экспонат, поступивший в Центральный Чувашский музей. Именно этот предмет 12 февраля 1921 года был записан в книгу поступления музея под номером 1. Известно, что голова лося была привезена из Москвы и приобретена за 100 рублей. В примечании же имеется запись, что 20 марта 1940 года предмет был списан из фондового собрания и был передан Дому пионеров. Дальнейшая судьба головы лося неизвестна. Но тем не менее у нас есть победитель, который сегодня набрала больше всех очков. И мне хотелось бы поаплодировать нашему Алексею, который не сдавался до последней. Давайте поаплодируем. Также поаплодируем Ольге, у которой 2 балла. Андрей, фокусник, который набрал 1 балл в нашей игре. Браво! И победитель первого выпуска программы «Калажар Чувашла», которая набрала в общей сложности 6 баллов, Анастасия Самохина. Аплодисменты! Уважаемые телезрители, если у вас есть интересные вопросы для нашей телепередачи, то мы их ждем по вот этому электронному адресу. Вы смотрели развлекательно-познавательную телевикторину «Калажар Чувашла» на национальном телевидении Чувашия. Сегодня наши гости из самых разных профессий чуточку пополнили багаж своих знаний о чувашской культуре и попытали удачу, которая, как мы увидели, оказалась на стороне Анастасии. С чем мы ее и поздравляем. А остальных игроков благодарим за участие. С вами был Алексей Иванов. До новых встреч!